Мое имя Жигимантас Павильонис, я 24 года был дипломат, 16 лет отдал интеграции Литвы в Европейский Союз. Я был самый главный по переговорам в Брюсселе, потом в Вильнюсе. Был заместитель министра по интеграции европейской. Но потом, после Брюсселя, мой последний пост был посол в Вашингтоне, 5 лет. И я уже 2 года здесь в парламенте. Я как бы министр, ну, не иностранных дел, но как бы я самый главный по иностранным делам нашей консервативной партии или консерваторы, крестьянские демократы. Мы в оппозиции, но также я председатель группы друзей Грузии и группы друзей Чечни и Ичкерии в литовском парламенте. И также руковожу таком субкомитет по демократии и по трансатлантическим делам, потому что, когда я был посол в Вашингтоне, я очень много работал с Хиллари Клинтон командой, и там очень много было демократии. Мы такую организацию имели, как Community of Democracies, так мы во всем мире работали, чтобы эти демократии выживали, потому что 10 лет они уже умирают, потому что мы не имеем принципиальной политики, мы очень прагматичны, и эта политика такой продажи ценностей, она как бы очень дорого стоит. Первые 16 лет я все-таки работал на западном направлении, я просто интегрировал Литву на Запад. Но мой отец, бывший ректор Вильнюсского университета и потом уже парламентарий Европейского парламента, он был первый ректор в Вильнюсе, который позвал группу студентов из Чечни, чтобы они стали студентами в Вильнюсском университете. И это было после войны. И он тогда уже как-то меня вдохновил по вашим делам. И когда уже я окончил интеграцию, это было 2002 год, мы подписали договор о вступлении в Европейский Союз. Я вернулся из Брюсселя в Вильнюсе и начал работать со всеми народами, которые стремятся пойти просто тем же путем, как и мы. Так я начал помогать и грузинам, и молдаванам, и украинцам, и, конечно, чеченскому народу, и даже русским диссидентам просто найти этот путь к свободе, к человеческому, а не какому-то тюремному существованию. Меня в парламент выбрала литовская диаспора в мире. Это только единственный член парламента, который выбирает наша большая диаспора. И я очень часто бываю в Лондоне, и я услышал, что он там, Закаев, живет. Я сразу попросил встречу с ним. Мне он очень понравился. Я только слушал, это человек-легенда. Но когда я с ним встретился, мне понравилась его глубокая духовность, человечность и вся его история. Ну а мы вот такой народ, как мы сочувствуем тем, которые в беде. Мы были в беде 50 лет. Но наши дипломаты, они остались в посольствах 50 лет. Вот я в Вашингтоне работал в посольстве, которое самое старое в мире. Там мои послы 50 лет работали без государства, без зарплаты, без будущего, без карьеры. Все над ними смеялись. Но мы знаем, что значит, когда тебя поддерживает хотя бы один народ, хотя бы один человек. Так что ваша история – это наша история. И мы не можем забыть и никогда не забудем то, что Путин сделал с вами, потому что мы просто возродились только из-за такой поддержки моральной,
я сам помню, мне было 18 лет, когда началась революция в Литве. Я думал, ну неужели это получится? Даже было трудно поверить, когда вот я видел эти советские танки, которые нас тут разрушали год после возглашения независимости. И я видел, когда они остановились. И это было вот начало конца Советского Союза. Я поверил в свои силы. Но я тоже помню, как важна была помощь нам, когда даже переговоры шли по вступлению в Европейском Союзе, до последнего конца я не мог поверить, получится ли это, мы выберемся из этой крови или нет. Но вот друзья, которые помогали, мы очень должны им. И я просто знаю, что эту чертовскую машину можно починить. Мы это сделали, мы маленький народ, но гордый народ, мы имели свое государство до 13 века, свою историю, свою идентичность. И мы как бы сделали это. Так вы тоже очень гордый народ, очень сильный народ. И если вы будете продолжать эту свою борьбу, вы просто победите. Я даже не имею никаких сомнений. То, что Рейган, президент, и папа римский Иоанн Павел II, когда они сочинили сделку против коммунизма, они начали инвестировать на человеческое достоинство. И потому что, как Иоанн Павел, и даже Рейган, он пишет, когда он видел папу римского в Польше, он понял, что вот это самое главное, это разрушит коммунизм. Просто надо в духовность инвестировать, и никто не победит сильного человека. А вы сильные люди. И в этом никто не сомневается. И все машины, вся кровь, все пули, вся эта чертовня, она слабая, когда ты видишь таких людей. Так что мы с вами, потому что ваша история — это наша история. У нас даже от старых времен есть такая пословица: «За нашу и вашу свободу». Мы такие, мы тут всегда такие были и будем. И я думаю, мы все победим, и даже россияне победят, потому что наша свобода — это ваша свобода, это российская свобода. Все они хотят жить нормально, не убивать друг друга. И только с нами они это чувство достоинства и свободы получат. Если они будут с нами воевать, это то же самое, что убивать свою свободу. Если они еще этого не поняли, так пойму через муки, кровь и просто депрессию России. Путин убивает свою страну, убивает будущее своей страны. Мы — это будущее России. Мы — самые лучшие друзья России, которые сделают все, что она просто не убивала ни себя, ни нас, и чтобы они мирно жили. И пока Путин будет убивать друзей своей свободы, он убивает Россию. Но мы будем ждать терпеливо, пока они очнутся. А до этого момента мы будем работать с теми лидерами России, которые понимают нас, которые с нами работают. И мы их будем не только с ними работать, но и тоже от этой системы чертовской Путина выручать, что мы и делаем в Вильнюсе со многими друзьями Немцова, которого убили. Ну, это одна из самых старинных кладбищ Вильнюса. А тут лежат жертвы январских событий 1991 года, когда Горбачев послал танки, чтобы убить нашу свободу. И тут лежит 13 людей, 3 из них из моей школы, которые убиты танками, пулями. Мы тогда стояли около башни невооруженные, мы пели песни, мы стояли с флагами, и они нас убивали. И как бы это то, что мы
были невиновные, просто мы хотели свободу. И вся эта информация просочилась на мир, и это был как бы последний шаг, потому что танки остановились после тех убийств около телевизионной башни. Мы все пошли к парламенту, нас было 100 тысяч, и я видел, как танки просто остановились. Горбачев понял, что если он возьмет парламент силой, убьет этих всех людей, будет тысячи жертв. И когда он остановился, все журналисты американские и другие эксперты сказали, вот это было начало конца Советского Союза, потому что Красная Армия, это просто, мы сломали хребет морали этих КГБ и Красной Армии, и она уже от этого только отодвигалась. Через 2 года армия ушла из Литвы, и все республики начали делать то, что Литва делает, провозглашать независимость, как и Чеченская республика, но как бы мы морально их победили. Да, они нас убивали, но наш дух был сильнее. Вот эта женщина юная, она татаринка, и у меня чуть-чуть кровь татарина. Ее переехал танк. Она еще стала жива, она говорила, могу ли я родить еще детей, но после 2 часов она умерла. И как бы сегодня ее племянница руководит обществом литовцев в United Kingdom, в Англии, и я хорошо с ней работаю. Мы как бы продолжаем эту борьбу, но в нынешних условиях. Здесь еще есть мой друг Игнаш Шимулёнис, он был 2 года моложе меня, мне было 20, ему 18. Его тоже убили пулей, спецназ из Белоруссии. И еще 3-й, вот. Он был старше меня на 2 года. Я с него братом очень хорошо дружил. Я его не так хорошо знал, но его, как постарше, из школы, конечно, знал. И моя школа сейчас называется школа января 13-го. Там есть музей, потому что мы все пошли защищать башню. Я сам был как бы официальным защитником, но я имел только бейсбольскую биту и ждал русских. Ну, конечно, они приехали с танками и с пулями, и вот результат такой.